Друзья, приветствую вас на моем канале. Давненько меня не было здесь, на то у меня были свои причины. Но сегодня я хотел бы затронуть такую тему, как нардский эпос. А именно, кто являлся родоначальником этого самого нардского эпоса. Какой из народов. Как мы с вами знаем, нардский эпос – это сказание о происхождении и приключениях различных героев-богатырей нартов. Бытует этот самый эпос у различных народов Кавказа. Осетин, кабардинцев, черкесов, абазин, абхазов, ингушей, чеченцев и некоторых народов Дагестана. Также, помимо всего прочего, нардский эпос бытует и у некоторых народов Закавказья. Это именно у грузин сванов и у грузин хевсур. И мне бы хотелось рассмотреть эту тему, да, то есть нардский эпос, он фактически бытует у большинства народов Кавказа, но кто же все-таки являлся родоначальником нардского эпоса? Но заранее хочу сказать, что по мнению большинства ученых, основоположниками нардского эпоса были предки осетин, скифо-сарматские племена. То есть ядром становления нардского эпоса послужили именно скифо-сарматские племена. Но есть тоже свое но. В нардском эпосе переплетаются также и элементы от других народов. Каких именно, я об этом чуть позже коснусь. Но перед началом рассмотрения этой темы я хотел бы поделиться с вами моим таким недавним наблюдением. Дело в том, что как-то я ехал по городу и увидел впереди себя машину, на заднем лобовом стекле которой была наклеена картинка с надписью «Memento Mori». Это латинское выражение, и в переводе с латинского оно означает «думай о смерти». Очень такое полезное выражение, я считаю, потому что периодически о смерти думать нам всем нужно, дабы, так сказать, отсеять из своей головы все ненужные какие-то вещи и сосредоточиться на более чем-то полезным и нужным, потому что время, как мы с вами знаем, оно скоротечно, и мы можем просто-напросто не успеть сделать того, что для нас на самом деле является важным. И я, прочитав это выражение латинское, задался себе вопросом: интересно, а где здесь, собственно, слово «смерть»? И вы знаете, я, не прибегая к помощи поисковика, я на основе моего родного осетинского языка понял, где здесь спрятано слово «смерть». Потом уже впоследствии моя эта версия, она подтвердилась. Я потом зашел в поисковик и посмотрел. И те осетины, которые меня смотрят, у меня к вам вопрос. Как вы думаете, где в словосочетании «memento mori», где здесь спрятано слово «смерть»? Правильно, слово «смерть» здесь это «мори». Как мы с вами знаем, на осетинском языке смерть это «март». Осетинское «март», латинское «мори». В принципе, связь между этими словами какая-то имеется. Но, в принципе, это здесь ничего удивительного нет, так как осетины – это индоевропейский народ, коими также являлись и латиняне. Да, мы знаем, на сегодняшний день латинский язык считается мертвым языком. Область распространения – это нынешняя Италия, город Рим. И казалось бы, да, где Осетия, где Италия. Но, по всей видимости, наши предки в далеком прошлом, они как-то между собой контактировали. Но вернемся к обсуждению нашей темы. Как я сказал ранее, нардский эпос бытует практически у всех народов Кавказа. Не у всех, но у многих, да. Причем, если брать во внимание тот факт, что центром распространения нардского эпоса послужила именно Осетия, а это Центральный Кавказ и часть Северо-Западного Кавказа, да, то есть
нынешняя Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Вот, то есть тот район, где обитали в прошлом, где находилась Алания. И мы увидим здесь одну такую закономерную особенность, а именно те народы, которые близко соседствовали с осетинами, у этих народов нардский эпос представлен в более полном объеме, нежели там у тех народов, которые от Осетии находились дальше. То есть, допустим, у ингушей, у них нардский эпос также в более полном объеме представлен, нежели там у их ближайших родственников чеченцев, да? А у народов Дагестана нардский эпос бытует там в виде каких-то отдельных сказок. То есть, это тоже опять-таки закономерно. Дагестан от Осетии находится на значительном расстоянии. Вот. Вообще, почему нардский эпос? Что такое слово эпос? Эпос с древнегреческого языка переводится как слово. То есть народные легенды, сказания, где описывается быт народа, его прошлое, а также жизнь различных там богатырей, героев. То есть эпос бытует фактически у многих народов мира. Также хотелось бы сказать немного о становлении нардского эпоса. Дело в том, что осетины, как и многие другие народы Северного Кавказа, на протяжении долгого времени, вплоть до XIX века, мы были народом бесписьменным. И нардский эпос бытовал у наших народов в виде устного народного творчества. То есть из поколения в поколение, от отца к сыну и так далее. И только примерно с середины XIX века, когда среди осетин, в данном случае я имею в виду осетинский нардский эпос, когда среди осетин появились первые представители интеллигенции, то есть те люди, которые могли читать и писать, тогда, собственно, в письменном виде и начали появляться какие-то отдельные сюжеты осетинских нардских сказаний. Но одним из первых, кто упоминал в печати о нардском эпосе, был немецкий путешественник, востоковед, политолог Генрих Юлиус Клапрот. В 1812 году была издана его работа «Путешествие на Кавказ и в Грузию». И в этой своей работе, которая была издана на немецком языке, он упоминает о реке Уруб, на которой была когда-то расположена крепость Уарп. И он пишет о том, что осетины называют эту крепость Уарп-Фидар. Дословно с осетинского языка переводится как крепкий Уарп. То есть крепкая крепость Уарп. И как писал Клапрот, эта крепость была завоевана Батразом, сыном Хамица. То есть Батраз, Хамиц — это имена нардских героев. Следующие публикации отдельных отрывков осетинских нардских сказаний мы наблюдаем в 60-х годах XIX века. Именно тогда, когда появляются, как я уже сказал ранее, первые представители интеллигенции среди горских народов. Среди осетин ими были Василий Цораев, полное его имя Ялзарако Хаджиевич Цораев. А также помимо Цораева, первыми из осетин, кто начали записывать нардские сказания, были Дзантимир и Гассер Шанаевы. Но все-таки наиболее такую плодотворную работу в изучении нардского эпоса провел известный русский филолог-фольклорист XIX века Всеволод Федорович Миллер. Во второй половине XIX века он совершил научную экспедицию в Осетию, где занимался собирательством осетинских различных сказок, легенд, какие-то другие аспекты народного осетинского творчества. И помимо всего прочего, также записывал и нардские сказания. Чуть позже, уже в 20 веке, после революции, это с 1925 по 1930 годы, теме изучения нардского эпоса было посвящено, наиболее плодотворная работа была этому отведена. То есть
Ученые более такую широкую провели работу в этом направлении, совершали научные экспедиции в различные уголки Осетии. Соответственно, наиболее полно собрали элементы нарского эпоса от различных осетинских сказителей. Вот. Один из тех, кто провел такую плодотворную работу в этом направлении, был наш прославленный ученый, филолог, языковед, академик, доктор филологических наук Василий Иванович Абаев. Я даже больше скажу, теме изучения нарского эпоса Абаев этому посвятил не один десяток лет. Поэтому он, как никто другой, был наиболее просвещен в этой теме и хорошо знал все аспекты данного вопроса. Абаев и некоторые другие известные ученые, в частности французский ученый Жорж Дюмезиль, считал, что ядром создания нарского эпоса послужил именно осетинский народ. Ну, точнее его предки, это близкородственные скифо-сарматские племена. На основе чего сделал такие выводы Василий Иванович Абаев? А именно на основе того, что он, изучив все вот эти сюжетные линии осетинского нарского эпоса, он провел параллели этих сюжетов с бытой и культурой скифо-сарматских племен. Также провел параллели, как я уже до этого говорил, и с эпосами других европейских народов, коими являются также и осетины по языку. Вот. Но помимо всего прочего, осетинский нарский эпос, по мнению Васу Абаева, также переплетается с культурой и азиатских народов, в частности монгольских и тюркских. Но этого я коснусь чуть позже. Также Абаев провел наиболее такая основополагающая роль в этом вопросе. Это была проведена работа по изучению происхождения имен основных нарских героев. То есть воспользовался таким разделом лингвистической науки, как ономастикон. Ну, от слова ном – имя, да? Ну, как вот на осетинском ном – это тоже имя. Ну, как бы я, конечно, не говорю о том, что осетины являются создателями ономастикона, да, но как бы это опять-таки это общее такое индоевропейское слово. Сюда попадает английское name, немецкое ниме. Ну, по всей вероятности, ономастикон тоже идет из латинского языка. Я погуглил, на латинском языке слово имя звучит как nomen. Вот. И я вот сейчас хотел бы затронуть именно этот раздел в лингвистической науке. Дело в том, что имена нарских героев, да, я уже, наверное, об этом говорил, я не помню, у них как бы, ну, есть какие-то свои обособленные имена у разных народов Кавказа. Но также, помимо всего прочего, есть имена, которые созвучны с именами других народов, у которых бытует нарский эпос. Вот. Я вот даже в Википедии сделал такой вот скрин таблички, и в ней вот представлены имена и, соответственно, как это имя звучит у того или иного народа. Василий Иванович Абаев в своем историко-этимологическом словаре осетинского языка дал подробное описание происхождения имен тех или иных нарских героев. И давайте вот я, с вашего позволения, буду зачитывать эти имена и, собственно, как вот Абаев объясняет происхождение этих имен. Сразу хочу сказать, что происхождение имен нарских героев имеют, ну, как я уже до этого говорил, и не только осетинское происхождение. Но сперва я хотел бы зачитать те регалии и титулы, которых удостоился Абаев за время своей научной деятельности. Я уже как-то в одном из своих видео зачитывал его регалии и титулы научные. Вот. Ну, для пущей, так сказать, убедительности я зачитаю их еще раз. То вот некоторые личности начинают там говорить о том, что Абаев ошибался. Смотрите, Цука по-иронски, по-дегорски Цока, черкеска. И вот происхождение этого слова. Персидское тюркское слово, получившее общекавказское распространение. Персидское чуха, шерстяная верхняя одежда. Тюркская чуха, цука, чоха, сукно.
одежда из сукна. Армянская чухай, грузинская чоха, лезгинская чухва, черкесская, лакская чука, аварская чука, сукно, черкесская, войнахская чуки, чоки. Вот, и кабардинская тоже тут есть. Кабардинская суха, сукно и другое. Вот, получается, у меня вот такой сразу вопрос возникает. Если эта одежда является исконно адыгской одеждой, да, то почему тогда название этой одежды не имеет адыгское происхождение? Ну, во-первых, Абаев указывает, что это слово. Слово чуха – это персидско-тюркское слово. Во-первых, это означает там у кого как, сукно, у кого-то, да. Но дело в том, что в словаре Абаева допущена очень серьезная ошибка. У черкесов, у адыгов черкеска называется цей. Не чуха или суха, как там было, а цей. Вот посмотрите, русско-кабардино-черкесский словарь 1955 года. Черкеска, адыгская цей. Словарь Абаева вышел в 1958 году, а в 1955 вышел вот этот словарь. Почему Абаев не посмотрел в этот словарь, я не знаю. Но там, в словаре Абаева, содержится ошибка. Черкеска – это цей. И уже это именно одежда черкесов, которую потом переняли некоторые другие этносы. У нас, например, в адыгском языке сукно – это шач, материя, да, вот хадан, шач, но никак не суха. Вообще этого слова не употребляют. В адыгском языке суха, цуха, чуха не употребляется слово. Школьный русско-кабардинский словарь. Сукно по-кабардински, щухе, черное сукно, щухе ФЦ. О, смотрите, пишет человек. Цей на адыгском языке это форма, одежда, а черкесская это шохе цей, форма всадника. В словаре Абаева, вот тут вот Абаева пишет с двумя «б», в словаре Абаева он упомянул кабардинское шухе, то есть шухе, и пропустил цей, форма. Нынешние адыги говорят только цей. У нас в диаспоре до сих пор некоторые говорят шухе цей. И это правильное название черкесский на адыгском. И вот откуда произошло название чоха, чухва. Ну, это уже там от себятины этот человек занимается. Вот с ником черкес 9696. И вот на этот его комментарий Хаширов пишет. Я никогда не слышал на нашем языке слово «суха». Это, возможно, лескенские могли перенять это слово. Нет смысла перенимать то, что давно есть свое. Да, вот только я не понимаю, почему тут лескенский. Может быть, Хаширов имел в виду то, что лескенцы граничат с осетинами иранцами. Я не знаю, при чем тут лескенский. Ну да ладно, это немного отвлекся тоже от темы. И давайте вот, собственно, я перейду к регалиям и титулам Васо Абаева. В 1962 году доктор филологических наук, действительный член Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии, 1966 год, член-корреспондент финно-угорского общества в Хельсинки, Финляндии, 1973 год, заслуженный деятель науки РСФСР, заслуженный деятель науки Грузинской ССР, 1981 год, лауреат Государственной премии СССР, 1981 год, первый лауреат Государственной премии имени Костали Ивановича Хитагурова Северной Осетии, 1964 год. Его труды по осетинской и иранской этимологии, осетинскому фольклору, иранистике, общему языкознанию являются бесценным вкладом в отечественную культуру и филологию. Автор ряда литературоведческих работ, посвященных поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Вот. И давайте, собственно, я сейчас и начну
зачитывать Абаева, его вот этот историко-этимологический словарь и, соответственно, происхождение тех или иных имен героев нарского эпоса. Вот, и сперва я начну непосредственно с самого термина «нарт». Как Абаев объяснял происхождение этого слова. Нарты – общее коллективное наименование героев осетинского эпоса. Нартон, нартовский. Так, ну здесь вот идет непосредственно, где встречается это слово. Предложено много толкований этого термина. Большинство считает, что он связан так или иначе с иранским нар, самец, мужчина. Лапетинский, СМК 22, 3, 26. Блейхстейнер, Das Volk der Alanen, 1918 год. Ну и другие авторы тоже так считают. Термин нарт не может быть разъяснен ни на одном из северокавказских языков. Вот видите? Возводит к иранскому нартама, мужественный, мужественнейший, превосходный степени от нар мужчина. Рклицкий. Но это опять-таки это не Абаев об этом говорит. Это вот Рклицкий какой-то. К вопросу о нартах и нартовских сказаниях. Владикавказ, 1927 год. Ну, вот Дюмезиль тоже об этом пишет. Этимология, связывающая нарта с иранским нар, неприемлема. Как по семантическим, так и формальным соображениям. Первое. Иранская нар сохранилась в осетинском виде нал, самец. Ну, налгоимак, да, мужчина. Семантика этого слова лежит целиком в полной сфере и не содержит даже намека на значение герой, воин и тому подобное. Думать, что параллельно в осетинском существовало это же слово с долгим гласным нар в нарта, пришлось бы возводить к нар, а не нар. К нар, то есть долгое а не нар. И что это слово могло означать богатырь, герой или что-либо подобное, нет никаких оснований. Второе. Центральной фигурой нартовского эпоса является женщина-шатана, которая выступает как мать народа. Непонятно, как в эпосе с такой явно выраженной матриархальной тенденцией весь народ мог называться мужчинами, не говоря уже о полной бесцветности такого наименования. Как видно из приведенных выше текстовых примеров, лучшие и наиболее надежные записи дают в именительном падеже нарта, в направительном нартама. Это означает, что нарта – форма множественного числа, иначе имели бы только формы нарт и нартма, где т показатель множественности. С другой стороны, нарта плюралитантум, это какое-то лингвистическое выражение. Единичный герой никогда не называется нар. Нельзя сказать нар-батрас или нарт-батрас, а только нарты-батрас. Батрас из фамилии нартов. Иными словами, термин нарта образован по типу других фамильных имен в эпосе и в быту, как Бората означает потомки Бора, Хшартаката потомки Хсартага, Алагата потомки Алага. Название трех главных фамилий в эпосе. Так, нарта может означать только потомки нара. При истолковании элемента нар, как имени предполагаемого родоначальника нартов, мало убеждает подбор наугад созвучных слов из иранских, кавказских или иных языков. Следует в самой эпической традиции найти какое-либо указание, чьими детьми мыслились герои эпоса. Такое указание имеется в записанных известным этнографом Кавказа Чурсиным солярных мифах, то есть солнечных, солярных мифах осетин имеется такое утверждение: когда-то у солнца были дети, богатыри нарты. Юго-Осетия 209. Такая генеалогия нартов хорошо согласуется с духом эпоса, в котором, в особенности в циклах Сослана и Ацамаза, солнечная мифология занимает заметное место.
Мы вправе ожидать, что в термине «нарта», «дети Нара», «нар» должно означать «солнце». Это приводит нас к монгольскому «нара» – «солнце», как вероятному этимону термина «нарта». Монгольские влияния в нартовском эпосе твердо установлены. Монгольского происхождения имена виднейших героев – Хамиц, Батрас, Шайнаг Алдар. Среди аланских певцов могли быть двуязычные, владеющие и аланским, и монгольским языками. И в этих условиях использование монгольского нара в наименовании нарта «Дети Солнца» было вполне возможно. Нар служило как бы фольклорным названием солнца, в отличие от обиходного иранского хур, дегорское хор. Аналогичную картину находим в чувашском, новобулгарском. Обычное название солнца в этом языке – хевел, но в фольклоре употребительно заимствовано из монгольского нар – нарпек, нарпек херле херсем, как солнце красные девушки. Сравнение: чувашское нарт таван, казанское нарт туган, святки. Буквально рождение, таван, туган, солнце. Солнце, нар. Егоров, 137. В монгольском эпосе есть герои, имена которых являются производными от нара. Наран, солнце. Наран-хан, Наран-улан и другие. Таким образом, слово нара, как фольклорное наименование солнца, можно рассматривать как монголо-булгаро-аланскую изоглоссу. В пользу некавказского происхождения термина нарт говорит также отмеченное в сагайском наречии хакасского языка нартпак, богатырская сказка. Термин нарт вместе с соответствующими эпическими сказаниями широко распространен у народов Кавказа: кабардинцев, адыгейцев, убыхов, абхазов, балкарцев, карачаевцев, чеченцев, ингушей, аварцев, даргинцев, сванов. Нарт. Ну вот видите, Абаев дает вот такое объяснение термину нарт. То есть он считал, что существовали такие алано-монгольские связи. Вот. Ну, мы знаем, монголы в свое время очень много что позавоевывали. Вот. И эти связи, по всей видимости, были. То есть монголы какое-то влияние на алан оказывали. Но это также работало и в обратную сторону. Допустим, вот тот же Абаев, он пишет о том, что у монгол есть имя такое – Алдар. Вот. И Абаев считал, что Алдар – это именно вот аланское слово. На аланском языке Алдар означало «слава». Ну, потом в дальнейшем в осетинском, как мы знаем, алдары получили привилегированный класс в Осетии, то есть князья, их стали называть алдарами. Ну так вообще алдар — это именно аланское слово, которое означало слава. То есть, там помимо всего прочего, Абаев еще и другие какие-то вот этимологически объясняет влияние алан на монголов. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы хотим рассказать вам о герое России, 19-летнем матросе Алдаре Цидинджапове, который спас 350 своих сослуживцев и корабль «Быстрый», на котором проходил службу. Алдар Цидинджапов родился в небольшом поселке Агинское в Забайкальском крае и с детства хотел служить во флоте, хотя море от его малой родины находится достаточно далеко. Его мечта исполнилась. После окончания школы осенью 2009 года, едва ему исполнилось 18, Алдар ушел служить в военно-морской флот. Он о нем мечтал. После учебки попал на эскадренный миноносец «Быстрый». Это универсальный боевой корабль, который патрулирует морские рубежи страны и может противодействовать не только кораблям и подводным лодкам противника, но и авиации. Алдар всегда относился к службе серьезно и после завершения срочной службы мечтал подписать контракт. Но этому, к сожалению, не суждено было случиться. 24 сентября 2010 года в 4 часа утра 19-летний машинист котельной команды Алдар Цидинджапов принял вахту в машинном отделении. Через 10 минут после заступления на вахту раздался крик «Пожар в носовом машинном отделении». Когда цистерна заполнилась топливом, матрос, который замерял количество мазута, набросил крышку, но не закрутил ее и побежал к сослуживцу дать указание закрыть насос. В этот момент цистерна переполнилась, и под давлением мазут выдавило оттуда. Топливо стало распыляться по отсеку, где нес вахту Алдар.
Он понимал, что если не перекрыть клапан и не остановить утечку мазута, мощный взрыв уничтожит судно, а заодно и всех, кто на нем находится. Топливо попало и на самого Алдара, а из-за искры в плафоне мазутная взвесь загорелась. Тело матроса оказалось в настоящем шаре огня. Тем не менее, Алдар выполнил свой долг до конца. Чтобы закрыть клапан без помех, нужно было сделать 9 оборотов, что занимает ровно 9 секунд. При этом Алдар продолжал гореть заживо. Когда утечку топлива удалось ликвидировать, ему еще хватило сил выбраться. Получив за эти 9 секунд около 90% ожогов тела, Алдар сам, без посторонней помощи, поднялся по лестнице из машинного отделения на палубу. А это высота целого двухэтажного дома. Матроса Цидинджапова вертолетом доставили в госпиталь Владивостока. Алдар прожил 4 дня. И 28 сентября 2010 года скончался, так и не узнав, что предотвратил катастрофу и спас 348 человек. До окончания службы на корабле ему оставалось всего 2 месяца. Алдару Цидинджапову присвоили звание Героя России. Он стал первым моряком-надводником Тихоокеанского флота, удостоившимся звания Героя России посмертно со времен Великой Отечественной войны. Как-то так Абаев растолковывает этот термин. То есть он считает, что не аланский этот термин, там, не кабардинский, не какой-либо другой, а именно монгольский. Вот. Ну, то есть здесь Абаев свои какие-то национальные интересы, да, и старания возвысить как-то свой народ, Абаев от этого напрочь отказывается, он непосредственно исходит из научной точки зрения. Вот, ну давайте пойдем дальше. Вот я как говорил, у меня имеется скриншот из Википедии различных имен нардских героев. Вот смотрите, вот такая табличка. Сослан, осетинская. Как это имя звучит на адыгском? Саусрако. Сосрако. Ну, это на адыгском, кабардинском. Абхазская, абазинская. Сосрыква. Ингушская. Сеска, сос. Ну, давайте. Вот тут различные имена имеются. Но я хотел бы в первую очередь коснуться такого интересного имени, как Уархак. Этого имени в этом списке нет. Но оно представляет для нас очень такой хороший интерес. Вот давайте вот зачитаю за это имя. Имя родоначальника эпических героев нартов. Точнее, главной фамилии Ахсартаговы. Отец близнецов Ахсара и Ахсартага. Вот, и давайте, как вот Абаев объясняет это имя. Восходит к Уаркака. Уаркака. От Уарка. Волк. Смотрите, Уарк. Имя Уархак образовано от Уорх. Волк. Как скажем, имя Кузак от Кыз. Собака. Простая форма Уарх отражена в кабардинском Уарахуэта. Старый Уарах. Уараху. Уараху. Да. Из песни, записанной Ермоленко. Это же слово с другим форматом распознается от имени бога кузнеца Курт Алла Уаргон. Смотрите, Уаргон. Легенды о близнецах Ахсаре и Ахсартаге и о Рамуле и Реме. Два варианта одного и того же тотемического в генезисе мифа. В прототипе мифа речь шла о происхождении племени от волка. Тотемизм в первоначальном чистом виде, в дальнейшем имела место рационализация мифа в двух направлениях. В осетинском родоначальник Волк превратился в человека по имени Волк. На римской почве близнецы родились от человеческой пары, но вскормлены волчицей. Тотемический культ волка также подвергся преобразованию в культ бога огня и кузнечного дела. Осетинское Уаргон, латинское Волканус. Совершенно также древнеиндийский Ашвины, Ашвинай,
Первоначально боги-кони были переосмыслены в богатых конями богов. О культе волка у индоевропейских народов смотрите Вячеслав Иванов и Ан, сербский, литовский. Так, о тотемической роли волка и оленя у саков-скифов. Жетмар Ираника Антиква, 1966 год. Волк как личное имя или в составе таких имен также обычно. Сравнение, например, греческое Лукос, сын афинского царя Пандиона, мифический родоначальник ликийцев. В словаре древнерусских личных собственных имен Тупикова около 40 волков. Да, то есть такой очень интересный персонаж, на мой взгляд. И вот видите, от вот этого иранского Уархак мы видим, что кабардинская Уарахвета, старый Уарахот. Это вот именно тоже мы видим, как аланское влияние было оказано. Ну давайте, есть еще более подробный разбор этого имени. Также описано Абаевым в другой его работе «Избранные труды», которая была издана в 1990 году. Вот давайте зачитаем. Начало нартов. Согласно вариантам, записанным от лучших сказителей, родоначальником нартов был Уархак. У него было два сына-близнеца – Ахшар и Ахшартак. Однажды, преследуя чудесную птицу, братья оказались в подводном царстве. Птица обернулась красавицей Дзерасой, дочерью владыки вод Домбетра. Ахшартак женится на Дзерасе. По пути домой Ахшартак нечаянно или из ревности убивает своего брата, а затем кончает собой. Беременная Дзераса вернулась в подводное царство к отцу и в урочное время родила двух близнецов – Урузмага и Хамыца. Когда братья подросли, они разыскали своего дедушку Уархага и женили его на своей матери Дзерасе. Так было положено начало могущественному нартовскому роду Ахсартаговых, Ахшартакката. В статье «Опыт сравнительного анализа легенд о происхождении нартов и римлян» мы пытались показать, что в основе сказания о Ахсаре и Ахсартаге лежит тотемический миф о происхождении племени от волка, совершенно аналогичный легенде о Рамуле и Реме. По первому впечатлению, в осетинском сказании нет ничего тотемического, только мотив близнецов и мотив братоубийства сближают нартовскую легенду с италийской. Чисто фольклорный анализ вряд ли и вскрыл бы когда-нибудь действительный характер сказания об Уархаге и его сыновьях. Но тут на помощь фольклористике пришла лингвистика. Трудно вообще указать две другие науки, сотрудничество которых было бы так плодотворно и необходимо. Лингвистический анализ позволил установить, что имя родоначальника нартов Уархак есть не что иное, как старое осетинское слово, означающее «волк», древнеиранское «варка». Легенда о происхождении нартов вводится тем самым в круг распространенных тотемических мифов, характеризующих одну из самых ранних ступеней развития общества. В какую-то весьма отдаленную эпоху древнеосетинское общество имело тотемом волка, то есть считало волка своим родоначальником и было убеждено в особой интимной связи племени с этим хищным животным. Имя тотема обычно подпадает под действие табу, словесного запрета и вытесняется из обиходной речи. Этим объясняется, что слово «уархак» – «волк» в нарицательном значении уже не употребляется. Оно вытеснено заимствованным словом «бирах». Но эпос сохранил нам его как свидетельство о далеком минувшем, когда люди верили, что они могут происходить от зверей и птиц. Легенда об основании города Рима гласит: царевна Рея Сильвия, насильственно сделана весталкой своим дядей Амулием, овладевшим незаконно престолом, встретила как-то волка. Испугавшись, она укрылась в пещере. Здесь ей явился бог войны Марс, от которого она зачала и родила двух близнецов. Амулий, видя в мальчиках будущих претендентов на престол, велел бросить их в Тибр.
Течение вынесло их на берег. Здесь их заметила волчица. Она облизала мальчиков и стала их кормить своим молоком. Царский пастух Фаустул забрел как-то в эти места, нашел мальчиков и принес их домой, к своей жене Акке Ларенции. Она их воспитала и дала им имена Ромул и Рем. Когда они выросли и узнали о своем царском происхождении, они свергли насильника Амулия, а сами основали новый город Рим. Когда были возведены городские стены, между братьями возникла ссора. Рем был убит, и Ромул остался царствовать в новом городе. Произошло это по преданию в 753 году до нашей эры. Дошедшая до нас редакция легенды о Ромуле и Реме относится к эпохе, когда тотемические воззрения уже перестали быть живыми, когда люди не верили уже, что они могут происходить от животных. Отсюда известная рационализация старой, чисто тотемической легенды, стремление сделать ее более правдоподобной. Отцом Ромула и Рема выступает уже не волк, а антропоморфный Марс. Но из-за фигуры Марса еще отчетливо выглядывает его зооморфный предшественник. Он удержался в образе волка, который пугает Рею Сильвию, и волчицы, которая выкармливает близнецов. Тотемическая подоплека легенды стоит вне всякого сомнения. Разъяснение имени родоначальника нартов Уархага Волка освещает как молния яркий параллелизм между осетинской и италийской легендой, то есть индоевропейской, этой латинской. Мотив родоначальника Волка близничный, близнецы. Близничный мотив, связь близнецов с водной стихией, мотив братоубийства – таковы черты близости обеих легенд. Такая близость имеет, возможно, не только типологический, но и исторический смысл. Она может восходить к тем далеким временам, когда предки латинян и скифы контактировали на рубеже Средней и Восточной Европы. Об этих контактах свидетельствует ряд лексических схождений. Осетинская «рампак» – моль, латинская «румпо» – рвать, осетинская «мушталек» – латинская «мустела» – ласка, животное, осетинская «амонен» – латинская «монере» – наставлять, осетинская «уаргон» – курт алла уаргон, латинское «волканус» – бог-кузнец и другие. В данной связи стоит отметить еще один любопытный факт. Археолог Нигматов при раскопках на территории Таджикистана во дворце древних правителей Шахристана, носивших, кстати, аланское наименование Афшин, обнаружил фреску с изображением волчицы, кормящей двух младенцев, изображением которой всегда считалось символом города Рима. Как объяснить такое совпадение? О прямых контактах Древнего Рима с Таджикистаном ничего не известно. Напрашивается мысль о каких-то народах-посредниках. Такими посредниками могли быть скифо-сарматские племена, которые на западе общались с европейскими народами, а на востоке с народами Средней Азии, и которые сами знали легенду о близнецах детях волка. Волк играет особую роль в фольклоре многих народов. У мигрелов, у грузин, эпонимный герой зовется Герия, что представляет точную кальку осетинского уархак. Гери по-мигрийски значит волк, а суффикс «а» по употреблению тождествен осетинскому «ак» в уархак. В Хевсуретии на вершине горы Ахьели хевсуры показывают вам могилу своего предка Магела, то есть волка. Цитата: «У этой могилы, называемой Барука, ежегодно справляется трапеза в честь этого предка, куда поднимаются жители всего Охотского ущелья». Бардавелидзе. Опыт социалистического изучения хевсурских верований. Страница 38. Чеченцы так поют о своем происхождении. Мы родились в ту ночь, когда щенилась волчица.
Первоначально это звучало, несомненно, иначе. Мы родились от волчицы. Мегрелы, хевсуры, чеченцы, как видим, осетины, со всех сторон были окружены волчьими тотемами. От волчицы ведут свое происхождение анатолийские турки. По монгольским преданиям, род Чингисхана произошел от пегового волка. Волк – любимое тотемное животное североамериканских индейцев. Даже вот до них дошло, да. Ну, индейцы, в принципе, тоже когда-то обитали не на территории Северной Америки, а, как ученые говорят, они раньше населяли Сибирь. И там вот какой-то был мост, ледниковый, что ли, не знаю. Вот. И через этот мост индейцы перешли в Северную Америку. Вот. Далее. Яркие следы тотемического культа волка сохранились почти у всех европейских народов. Аполлоний Родосский сообщает, что афиняне особо чтили волка, и каждый убивший его должен был приготовить все для его погребения. Культ волка был засвидетельствован также в Дельфах. Название славянского племени лютичей означает, собственно, волки. О скифском племени невров Геродот сообщает, что они были чародеями. Каждый из них раз в год на несколько дней обращался в волка. Волк весьма популярен в германском эпосе. В Эди Гуторм, готовясь к убийству Сигурда, питается волчьим и змеиным мясом. Гудруна, предупреждая своих братьев Гунара и Хёгни об опасности, послала им кольцо, обвитое волчьим волосом. Вой волка считается добрым предзнаменованием. При конце света волк Фенрир будет проводником верховному богу Одину. Волк фигурирует в большом числе собственных и фамильных имен европейских народов, что является несомненным пережитком тотемических представлений. В древнерусских памятниках несколько десятков лиц носят имя Волк. Сравнение также германские имена, содержащие элемент Вольф, Вульф, что означает волк, или древнегреческие, содержащие название волка Лукас. Имя римского бога-кузнеца Вулкан произошло от старого латинского названия волка Вулкус, точно так же, как имя осетинского бога-кузнеца Курдалагон из Курт ал-Уаргон содержит старое название волка Уарк. Кельты не сохранили общее индоевропейское название волка, очевидно по той же причине, что и осетины. Волк играл у них тотемную роль, и его имя попало под табу. В осетинском фольклоре волк играет роль, подтверждающую его тотемическое культовое значение в прошлом. Один из нартовских героев, Сауай, подобно римским близнецам, выкармливается волками. Другой виднейший герой Сослан становится неуязвимым после того, как он выкупался в волчьем молоке. О дружбе между нартами и волками. Ну, давайте я вот здесь вот пояснение тоже сделаю. Вот именно какие параллели. Вот видите, Сослан становится неуязвимым после того, как он выкупался в волчьем молоке. Но здесь мы опять находим параллель в древнегреческих сказаниях, легендах. У древних греков был такой герой Ахиллес. Вот. Может быть, слышали такое выражение Ахиллесова пята. По преданию древних греков, его мать, она решила выкупать Ахиллеса в реке. Вот. Ну, то есть Ахиллес был маленький. Когда он был маленький, она вот решила это сделать. Ну, река это была священной, как бы, да, и считалось, что кто выкупается в ней, тот станет могучим телом. Вот. И когда мать Ахиллеса, тоже богиня какая-то, она купала его, она держала его за пятку. Вот. Соответственно, пятка Ахиллеса, она не погрузилась полностью в воду. И пятка стала у Ахиллеса уязвимым местом. Вот. И когда уже Ахиллес возмужал, стал воином, вот, Аполлон, тоже такой древнегреческий бог, он знал об этой
особенности Ахиллеса, что тело у него сильно, а пятка у него уязвима. И он метнул копье в пятку Ахиллеса. Вот. И Ахиллес от кровопотери умер. Вот. То же самое мы находим и в осетинских нардских сказаниях. Да? Курдалагон, по-моему, Курдалагон выкупал Сослана в молоке, ну, он как бы сделал такую специальную ванну, налил туда молоко, и Сослан погрузился вот в эту ванну, но ноги его остались, не погрузились в молоко. Ванна оказалась такая маленькая. Вот. И Сослан тоже, он стал таким могучим телом, да, но ноги у него стали уязвимы. Да. И уже когда Сослан тоже возмужал, он там совершал свои подвиги, и был такой вот колесо Балсага, то есть какое-то такое божество в виде колеса было. Он знал об этой особенности Сослана, что у него ноги слабые, и когда там Сослан спал, он переехал по его ногам, да, и Сослан тоже погиб от кровопотери. Ну, то есть, как бы здесь мы тоже явную такую параллель находим кавказских, нардских сказаний с древнегреческими. Так, давайте продолжим дальше. О дружбе между нартами и волками свидетельствует ряд сказаний. В одном из них умирающий Сослан предлагает волку напоследок полакомиться его мясом. Но волк благородно отказывается, вспоминая многочисленные благодеяния, которые оказал ему Сослан. Тогда Сослан благословляет волка, говоря: «Пусть у тебя будет отвага Сослана, когда ты нападешь на стадо, и застенчивость молодой невесты, когда ты уходишь от стада». В сказании о черной лисице повествуется о том, как волки дружески беседуют с Урузмагом, обращенным в собаку. Причем последний в одном случае даже помогает им опустошить стада своего хозяина. Волк считается грозой чертей и темных сил. В любопытной песне чертей, изданной в сборнике «Фольклор Юга Осетии», черти поют: «Берегитесь востроухого, никогда не смыкающего глаз», то есть волка. «Он истребил наше племя. Непобедимый витязь тот раз падает от руки своего врага Сослана, только потому, что его конь, взращенный чертями да лимонами, не выдерживает вида волчьих шкур, в который нарядился по наущению сатаны Сослан». Сатана, да, это не та сатана, которую многие думают. Это созвучно просто имя героини нартов. Известно, что одевание в шкуры тотемного животного имеет у тотемических народов обрядово-магическое значение. Переодевание Сослана – очевидный отзвук такого обряда. Тотемная роль волка оставила следы и в обычном праве осетин. Во время так называемых судебных испытаний, ордалий, одним из сильнейших средств обнаружить виновного было заставить его перешагнуть через зажженную сухую волчью жилу. В случае виновности тело его должно было, по убеждению осетин, искривиться. Если ко всему сказанному мы прибавим, что волки имеют в осетинском пантеоне свое особое божество – Тутыр, то предположение о тотемическом культе волка у осетин в прошлом и о тотемическом субстрате в легенде о происхождении нартов представляется достаточно обоснованным. То есть явную такую параллель находим с нардского эпоса с эпосами других индоевропейских народов. Хочу еще добавить от себя то, что об этой связи нардского эпоса и индоевропейских народов. Я вот помню, в конце 90-х был такой сериал «Одиссея» назывался. Вот. Это по мотивам поэмы Гомера, древнегреческого поэта, мифическое произведение об Одиссее, да, и его приключениях. Вот. Ну, я не читал эту поэму Гомера. Ну, вот этот фильм посмотрел 97 года. Кончаловский, Егор Кончаловский был режиссером. Это американский сериал. Вот. И помню, там в одной из фильмов Одиссей связывается
разговаривать с богом воды, водной стихии. И звали этого бога Посейдон. Я на тот момент не придал этому значению, потом уже спустя годы я вспомнил за этого древнегреческого бога и говорю, ведь, Посейдон, там присутствует слово Дон. Дон на осетинском это вода, река, да, то есть повелитель вод. И, аналогично осетинскому Домбетер, да, то есть Домбетер у нас это тоже повелитель водной стихии. Дон Дон это иранское слово, индоиранское, точнее. Как оно оказалось у греков, это божество с таким явным, так сказать, иранским именем. Опять-таки, это загадка. Может даже и не загадка, это просто в очередной раз доказывает о той связи скифо-сарматских племен с древними греками. Собственно, то, что я хотел зачитать об таком интересном персонаже нардского эпоса, как Уархак. Давайте дальше посмотрим на других героев нардского эпоса. Так, для этого я воспользуюсь своей этой табличкой, которую я из Википедии заскринил. Давайте. Осетинское имя Сослан. Это же имя в адыго-кабардинском варианте звучит как Сосруква, абхазо-абазинское Сосруква, ингушское Сеска Солса, чеченское также Сеска Солса, карачаево-балкарское Сосрук. Так, давайте зачитаю, соответственно, за это имя. Как Абаев объясняет это имя. Сослан – имя одного из героев осетинского нартовского эпоса. Известно также в истории и употребительное в современной осетинской антропонимии. В эпосе Сослан наряду с Батразом популярнейший герой. Он родился из камня, закалился в волчьем молоке, оставшиеся незакаленными колени послужили причиной его гибели. По ним прокатилось посланное с небес карающее колесо Балсага или Ойнона. Побывал в царстве мертвых. Через весь эпос проходит вражда между Сосланом и Ширдоном. Дюмезиль усматривает в Сослане черты солнечного божества. О популярности и глубоко национальном характере этого героя свидетельствует помимо самих сказаний множество преданий, связанных с его именем, особенно в Дигории. Многие древние могильники слывут за могилы Сослана, показывают камни, на которых он сидел. Его имя выступает в ряде топонимов. Цагаева, топонимия Северной Осетии, 1971 год. Так, Дигорская ссылка. Сослан, Гори, Федарбал, Всаттакануй. Сослан идет с войском на крепость Гори. Это в Грузии. И объяснение Абаевым этого имени. Со времени опубликования знаменитой статьи Всеволода Миллера «Черты старины в сказаниях и быти осетин», а затем не менее известной книги Дюмезиля, никто уже не сомневается, что ряд образов, мотивов и сюжетов осетинского нартовского эпоса восходит к скифской эпохе. Это не значит, однако, что весь материал эпоса, как в отношении содержания, так и в ономастике, терминологии и прочем, допускает безоговорочную скифскую, иранскую интерпретацию. Видите, к чему клонит Абаев, да? Будучи традиционным, эпос вместе с тем никогда не был замкнутым и законсервированным. Логично. Он был открыт для влияний со стороны соседних народов, с которыми аланы поддерживали обмен как материальными, так и духовными ценностями. В частности, в истории эпоса был период, когда можно назвать тюрко-монгольской модой. В этот именно период в сказания вошли тюрко-монгольские имена: Хамиц, Батрас, Сайнак, Бедзенак, Елтаган, Тогус, Крым-Султан и другие.
В этот же период герои получили общее наименование Нарта, от монгольского нар – солнце. Древние традиционные герои, носившие еще явственные следы своей мифологической природы, получили в угоду моде новые имена. Такой данью тюрко-монгольской моде оказывается и имя Сослан. Вот так вот. Сравнение ногайское – Суслан. Ногайское. Иметь грозный вид. Сусла – хмурый, грозный. Ногайско – русский словарь под редакцией Баскакова. Москва, 1963 год. Разумеется, как и в случае с Батразом, речь идет только об имени героя, а не его мифологическом образе, который отмечен чертами глубокой древности. На осетинской почве имя Сослан свидетельствуется с XII века нашей эры. Муж прославленной грузинской царицы Тамары 1134-1213 годов, жизнь ее была, был осетин и носил имя Давид Сослан. Картвест Цхолреба, Тбилиси, 1942 год, страница 242. В этот период, предшествовавший монгольскому нашествию, аланы тесно общались с кипчакскими племенами, в состав которых входили и предки современных ногайцев. И именно тогда, наряду со множеством других тюркизмов, могло появиться и имя Сослан. Вариант Сосруко, вот видите, тут еще кабардинское Сосруко, следует рассматривать как результат адыгской адаптации имени Сослан, замена «л» в «р» и оформление патронимическим элементом «ко», сын, это по-кабардински. В этом адыгизированном виде имя вернулось затем к осетинам. Такие челночные переходы не редкость в истории лексики. Из осетинского идут балкарское Сослан, чечено-ингушское Солса, в сложном имени Соска Солса, грузинское рачинское Сосуран, Сосуран, Сосуан, сванское Сослан. Вот как-то так, видите? То есть здесь имя Сослан, оно не является осетинского происхождения и не кабардинского происхождения, а вот именно ногайского, тюркского. Вот как пишет Абаев, заимствование вот от тюрков, которые происходили аланами, заимствование аланами от предков ногайцев, кипчаков. Аланы затем впоследствии распространили имена этих героев на другие кавказские народы. И явным доказательством того, что в осетинской среде присутствовало имя, это, по крайней мере, в XIII веке, это имя прославленной царицы, грузинской царицы Тамары. Ее муж Давид Сослан, который своими военными походами, так сказать, усилил могущество Грузии. Именно во времена царицы Тамары Грузия достигла своего политического и культурного расцвета. Собственно, в этот период правления царицы Тамары и появляется поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Кстати, Абаевым, и не только Абаевым, говорится о том, что Витязь в тигровой шкуре — это никто иной, как именно описываемый Давид Сослан. И под тигровой шкурой Руставели в первую очередь подразумевал, скорее всего, барсовую шкуру. То есть барс — это был символом аланского государства. Абаев тоже по этой теме, он тоже провел ряд таких научных работ. Это у нас имя Сослан. Давайте зачитаем, какие у нас еще другие имена есть. Осетинское Сатана. Давайте на иронском говоре будет, наверное, лучше, если я произнесу. Шатана. Осетинский вариант имени Шатана. Это, как я уже до этого говорил, Шатана — это мать нартов. Адыгское кабардинское Шатаней Гуаща. Абхазское абазинское Сатаней Гуаща. Ингушское Села Сата. Чеченское Стела Сата. Карачаево-Балкарское Сатанай. Так, давайте вот сейчас
что Абаев пишет по поводу этого имени. Давайте почитаем. Шатана – прославленная героиня осетинского эпоса о героях-нартах, сестра и жена Урузмага. Рисуется в сказаниях как мать народа, центр и средоточие нартовского мира. Хлебосольная хозяйка, заботливая воспитательница и наставница младших героев, мудрая советчица в трудные для нартов времена, иногда могущественная чародейка. И вот объяснение Абаевым этого имени. Старое аланское женское имя. Впервые засвидетельствовано армянским историком Моисеем Харенским, 5 век нашей эры, в форме сатиник. По рассказу этого автора, армянские народные певцы в его время воспевали красоту и ум аланской принцессы Сатиник, которая во время Алано-армянской войны начала 2 века нашей эры пленила армянского царя Арташеса и выручила из плена своего брата. Поскольку фигура Шатаны занимает центральное место в нартовском эпосе, ее имя известно всем народам Кавказа, у которых распространены нартовские сказания. Балкарская Сатанай, кабардинская Сатанай, черкесская, западно-черкесская Сатиней, абадзекская Сатанай, убыхская Сатаней, абхазская Сатаней, чеченская Селисата, сванская Сатанай, чародейка Сатанай. Сравнение: балкарская Обур Сатанай, сванская Зитанай, женское имя. У горного грузинского племени рачинцев отмечено женское имя Сатанай. В эпосе и в быту. Дзидзигури, грузинские варианты нартского эпоса. Этимология не ясна. Учитывая первенствующую роль Шатаны в эпосе, Бязаров в письме думает о связи с персидским сад в саткин, любимый предмет. В любом случае, древность и аланская принадлежность имени, подтверждаемая Моисеем Харенским, не вызывает сомнения. Более того, не исключено, что принцесса Сатиник и ее ум и красота владели умами не только армянских рапсодов, но и певцов на ее родине Алании, и песни о ней, контаминировавшись с древним идущим еще от матриархата образом мудрой матери народа, способствовали оформлению образа нартовской героини и ее имени. Об алано-армянских связях смотрите Байлей, Ревье дес Етюдис, Арменин, я не знаю как. Вот как объясняет Абаев происхождение этого имени. То есть Абаев считал, что имя Шатана, оно как-то связано было с именем аланской царевны Сатиник. И что хочу сказать, то что наиболее такие известные представители этого имени — это у нас известная певица кабардинского происхождения Сати Казанова, бывшая участница группы «Фабрика». Полное ее имя Сатиней Казанова. Так, идем дальше. Какое у нас на очереди имя? Батрас, осетинский вариант Батрас, адыго-кабардинская Петерес, абхазская базинская Цица, Батарас, ингушская Хамчи, Патарс, чеченская Хамчи, Патриш, карачаево-балкарская Батырас. Ну, почти как созвучно с осетинским, да, Батырас. Вот, давайте за это имя тоже почитаем сейчас. Батрас, Батырас. Один из виднейших героев осетинского нартовского эпоса, сын Хамица, герой, закаленный в небесной кузнице, неуязвимый и непобедимый, погибает в борьбе с небесными силами, усматривает в образе Батраза черты грозового божества. Батрас курдалагомма нецыди амаинджахта, байшардма. Батрас пошел к Курдалагону и сказал ему: закали меня. Имена Батраза и его отца Хамица монгольского происхождения. Они служат свидетельством старых алано-монгольских связей, о которых хорошо известно как по историческим источникам, так и по другим следам в языке и фольклоре. Например, слово «алдар» – князь, я уже
упоминал за это слово. Мы рассматриваем имя Батрас как сложное из Батыр-Ас, то есть богатырь Аский. Для первой части сравнения монгольского и тюркского Батыр, герой, богатырь. Для второй части смотрите Аси. Все сложение находит полный пендант в грузинском Ос-Богатари, богатырь Оский. Под этим именем известны в грузинской хронике карты Цховруба некоторые прославленные осетинские вожди. Для озвончения конечного «с» сравнение «хшеш» – 6, «бабыш» – утка. Порядок частей в Батыр-Ас инверсированный. Слово «батыр» широко распространено у монгольских и тюркских народов. Проникло также в некоторые другие языки. Сравнение вагульский, что ли? Вагульский, я не знаю, что такое. Кто такие вагульцы? Мадур, герой. Венгерское, Батор и другие. Оно охотно вводится в состав собственных имен эпических и исторических героев как украшающий эпитет, например, Казанский, что ли? Булат Батор, Манси, Мадур Ваза, польское из венгерского Стефан Баторий, Батыр, да, и другие. Сравнение также популярно осетинское собственное имя Батырбек. Другой вариант этого монголо-турецкого слова Багатыр, Багатур, также усвоен в осетинский. В осетинский Багатыр, Бабатыр. Имя знаменитого нарта, равно как некоторые былины из его цикла, известно также соседям осетин, кабардинцам, черкесам, ингушам. Кабардинская Батерес, абадзекская Петерес, ингушская Патарас. Вот, с этим тоже мы разобрались. То есть, опять-таки, вот эти монголо-тюркские влияния были оказаны в свое время на аланский народ. Ширдон, осетинское имя Ширдон, имя нартского героя. Адыга-кабардинская, Батако, видать, осетинское селение Батако, да, Батакаюрт, это от кабардинского варианта Ширдона. Абхазская, базинская, Батаква, ингушская, Ботки-Ширтка, чеченская, Батик-Шурда, карачаево-балкарская, Ширдан. Карачаево-балкарская Ширдан практически аналогично, созвучно с осетинским Ширдон. Так, где тут у нас это имя? Вот оно. Ширдон по-ригорски. Имя одного из популярнейших героев осетинского нартовского эпоса. Отличался хитростью, находчивостью и остроумием, но также злоязычием и склонностью ко всяким козням. Его отравленный язык сел повсюду вражду и раздоры. В сказаниях он часто характеризуется как Нарты-Фатбылыш, злой гений нартов. Он враждовал с Сосланом и стал виновником гибели этого прославленного героя. По некоторым вариантам он привел к гибели также другого знаменитого нарта Батраза, подстрекнув его к роковой схватке с небесными силами. Образ Ширдона и его роль в гибели Сослана Дюмизиль сравнивает с образом Локи в скандинавской мифологии и с той ролью, которую Локи сыграл в гибели бога Балдра. Много общего у Ширдона также с героем ирландских саг, злокозненным Брикриу. Ширдона Хазар Камудиш Уй Ничи Житта. Никто не знал, где находится дом Ширдона. Еще Шифнер в 1868 году производил имя Ширдон от Ширт, зверь. Если так, то Ширдон примыкает к другим зоорфным именам нартовского эпоса. Ширт — это осетинское слово. Таким как Уархак, Уаризмек, формат он, Уархак от Уарка – волк, Уаризмек от Уараза – кабан. Формат он патронимический. Имена, снабженные этим форматом, характерны для старой антропонимии осетин. Сравнение имена легендарных родоначальников осетинских фамилий Царажон, Ушагон, Цахилон. А в данном словаре также имена Ойнон и Щидамон. Данный герой и его имя известны также другим народам Кавказа, у которых бытует нартовский эпос. Балкарское Щердан,
Шердан, кабардинское Шертан, ингушское Ботоко, Ширта, Ботоко, Шертуко. Вот видите, кабардинское тоже вариант имеется, Шертан. В топонимии Балкарии встречается название Шердан Аяг-Эзе, след ноги Шердана. Вот, с этим тоже разобрались. Далее, что у нас, какое у нас имя идет на очереди? Ацамас. Ацамас, осетинский вариант Ацамас, адыго-кабардинское Ашамес, Ашамес, абхазско-абазинское Шамас, ингушское Ачамас, чеченское Ачамза, карачаево-балкарское Ачемес. Давайте почитаем за него, что пишет Абаев. Асамаш – имя популярного нартовского героя, прославленного музыканта. Жеронд Аца е Чешилфорд Асамажен Ратта Яфат Амайерден. Старый Аца дал своему маленькому сыну Ацамазу свою стрелу и свой лук. Нартские сказания 270. Сопоставляется с скифским собственным именем из Горгиппии. Ацама, я не знаю, как это прочитать. Вот. Видит во второй части древнеиранское «мас» – «великий». В осетинском не сохранилось. В первой части может быть «уаз» – культовый термин с отдалением начального «у», как «асырукш», как в «асырукш», «асамонг», «асамонга», «уасамаш», «ацамаш». К осетинскому примыкает карачаевское «ачемес», «ечемеш», кабардинское «ашемес», абадзекское Ашмес, абхазское Ачамес. Сравнение названия горы Ачамес-Мах в Ачамчирском районе. Собственные имена эпических героев. Ну вот. Пожалуйста. Тоже, да. Вроде как осетинского происхождения это имя выступает. Так, идем далее. Какой у нас Ацамас есть? Урызмак. Адыго-кабардинское Озермес, Уазермес, абхазо-абазинское Уазермас, ингушское Урузман, вот это интересно, чеченское Орзми, карачаево-балкарское Йоризмек. Вот, Йоризмек практически тоже идентично осетинскому Урызмак. Йоризмек, карачаево-балкарское. Урыжмак. Имя одного из популярнейших героев осетинского героического эпоса о нартах, брата и мужа Шатаны. Имя встречается и в современной антропонимии осетин. Урузмак рисуется в сказании как старший из второго наиболее прославленного поколения нартов. Его, как и его супругу, отличают щедрость и хлебосольство. Он рассудителен, выдержан, находчив в трудную минуту. Так, это есть, ну и, соответственно, происхождение этого имени. Иранское имя засвидетельствовано в армянских источниках в форме уаразман. Производная от уаруза, кабан. Смотрите, уаруз. Дегорская форма оразмак, уаразмак, отражает старую огласовку. Окончание ан, уаразман, было вытеснено излюбленным ак, уаразмак. Сравнение осетинское хсартек рядом с засвидетельственным в армянских и грузинских источниках ахсартан, а также скифское затрахныс рядом. Ой, я это не прочитал. Форма уаразман существовала в прошлом и в осетинском. Она сохранилась в балкарском. Урузман рядом с уризмек. У народов Кавказа в бытующих у них версиях сказаний о нартах встречаются еще следующие формы имени. Балкарская Örизмек, кабардинская Озермек, Озермек, Озермес, Узермес, Урузмес. Гаглойте к изучению терминологии нартского эпоса. Абадзекская Урзамес, ингушская Орзми, Уризман. Вот видите, ингушская уризман также вот это имеет старую осетинскую форму. Как вот до этого говорил, уаразман это вот старое произношение этого имени. Потом уаразман было вытеснено урызмак.
окончания поменялись. Сванское Уарземек. Из аланского идет аварское, то есть дагестанское. Личное имя Урузмак. Вот, видите? Документируется с 17 века. Айтверов. Осетинские имена у аварцев 14-17 веков. Сборники «Проблемы осетинского языкознания». Выпуск 1. Орджоникидзе, 1984. Неточная передача этого же имени возможна в Пнапаяс, царь Аббасков по Ариану. Вот, короче, тут сложно написано. Вот, то есть Урузмак это вот чисто такое иранское, осетинское имя. Что у нас тут еще остались какие? Так, следующее имя, которое у нас идет, это Хамиц. То есть Хамис на иронском, на дегорском Хамиц. Адыго-кабардинское Хамиш, абхазское, абазинское Хмыш, ингушское Хамча, чеченское Хамчи, карачаево-балкарское Хамыч. Так, и давайте почитаем, как Абаев растолковывает это имя. Хамиц. Имя одного из популярных героев нартовского эпоса. Хамис – сын Ахсартага, брат-близнец Урузмага, отец прославленного стального героя Батраза, по матери племянник Хараферт водных божеств Домбетров, обладатель чудесного неотразимого для женщин зуба Аракажи Дандак и длинных стальных усов Хамисе Рихи. Мужское имя Хамис встречается в Осетии и в наше время. Известно также фамильное имя дегорское Хамицата, Хамицаева. Имя этого героя, как и имя его сына Батраза, Багатар Ас, богатырь Аски, монгольского происхождения. Сравнение монгольское Хабити, личное имя и титул. Хабити довольно часто встречается в составе монгольских собственных имен. В китайской истории монголов Юаньши засвидетельствовано для этой же эпохи имя Хабиси, как имя монгольского военачальника, принимавшего участие в одном походе совместно с асским, аланским вождем Ильей. История монголов Юаньши об асах аланов. Сборники «Христианский Восток», том 2, выпуск 3, Санкт-Петербург, 1913 год, страница 288. По любезной информации Жамцарана в монгольском эпосе встречается имя Хабити Батыр. Не исключено, что имена Хамиц, Хамис и Батырас представляют раздвоение монгольского Хабити Батыр. Имя Хамис вместе с соответствующим эпическим циклом усвоено в соседние языки: балкарское Хамиц, Хабиц, кабардинское Хамес, абадзекское Хамес, ингушское Хамс, сванское Хабес, Хабзе. В кабардинском отмечено в быту имя Хабес. Сообщение Турчининова в сванском Хабес. Также в фамильных именах: карачаевское Хабичев, ингушское Хапцев, Тресков, фольклорные связи Северного Кавказа Нальчик. Может быть сюда же языкское, венгерское, команское имя Хамас. Хамас на сегодняшний день это немного другое распространенное понятие. Так, ну вот, собственно, наверное, и все, да? У нас осталось имя еще Савай. Но имя Савай, к сожалению, я не нашел в историко-этимологическом словаре Абаева. Вот. Савай, адыго-кабардинское Шавей, абхазское базинское Шавей, ингушское Кинди Шуа, чеченском отсутствует, карачаево-балкарское Кара Шавай. Вот. Не нашел я у Абаева этого имени, к сожалению. Ну, какой из этого мы можем сделать вывод, в первую очередь? То, что, безусловно, опираться только лишь на один ономастикон в данном случае было бы не совсем правильно. Но, как мы видим, именно этот раздел лингвистики позволяет нам, что называется, пробить такой свет в этом вопросе. И Абаев, он, собственно, этот свет нам пролил, да, исходя из происхождения тех или иных имен, сделал следующие выводы: то, что нартский эпос, он не имеет какой-то
одностороннюю какую-то теорию его происхождения. То есть, по его мнению, в создании нардского эпоса принимали участие различные народы, как скифо-сарматских, иранских народов, так и монголо-тюркские и вот племена северокавказцев. Как я уже до этого говорил, скифо-сарматская версия, она тесно переплетается вот с эпосами других индоевропейских народов, потому что в прошлом скифы контактировали и с этими народами в частности, там, с древними греками, римлянами, там, да, латинянами и так далее. Ну и там помимо этого еще и параллели прослеживаются и с германскими, с эпосами германских народов и так далее. То есть тема достаточно интересная, вот, и думаю, она требует более такого тщательного изучения, и ей нужно заниматься более, так сказать, полно. Вот. Ну, на этом у меня все, но это не последний мой выпуск о нардских сказаниях. Я еще один планирую сделать выпуск, вторую часть. Она будет менее такой объемной, как сегодняшняя, потому что сегодня что-то прям долго получилось. Так что в скором времени я опять запишу подкаст о нардских сказаниях. Вот. Так что ждите вторую часть. Ну, это у меня все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Алан Айларти. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео. Напишите несколько комментариев, только не надо язвительных, я вас прошу. Такие нормальные, адекватные комментарии. С удовольствием их почитаю. Ну, на этом все. Все. Всем пока.